Зульфия, к вам обращаются люди, видят ваше творчество, видят ваше творение и спрашивают, стоит ли этим заниматься? Что вы им скажете? Да, имеет ли оно продолжение в следующем? Стоит ли заниматься, чтобы оно не умирало? Для того, чтобы вот народные промыслы получили развитие в дальнейшем, надо подходить к этому комплексно. Потому что когда первый раз вот видишь вот это вблизи, это сочные такие яркие тона, которые вот повышают настроение, жизненный тонус повышается. На эмоциональном подъеме можно сделать изумительные вещи, которые все будут любоваться, которым этим изделием будут гордиться все. Но через некоторое время эмоции потухнут, и останется это вот таким разовым всплеском. А вот для того, чтобы оно жило и продолжало развитие, на мой взгляд, к этому надо подходить комплексно. Вот какие черты комплекса, что значит комплекса? По пунктам, если разобрать, по пунктам. Во-первых, обязательно должна быть соблюдаться самобытность. То есть обязательно надо изучать этнографию, историю. Это очень важное значение имеет. Почему? Потому что региональные особенности это вот играют важную роль. Потому что, вот, допустим, вот северо-запад Башкирии, где я живу, очень большое развитие. Там вот до сих пор в большом количестве бранные полотенца, потому что там умеренный тостамолар. В большом количестве шаршалу, это вот большие полотна, на которых вот геометрические рисунки. Они есть, но они уже уходят, им от 50, 100, 120 лет, и они тлеют. Текстильные вещи, жизненный цикл текстильные вещи очень такой небольшой. Вот. Они есть вот в большом количестве, именно геометрическая основа такая, это именно по северо-западу республики. И для того, чтобы они вот продолжение жизненное дальше получили, это нужно изготавливать, во-первых, изучить, региональная особенность получается. Дальше нужно делать на очень качественном, высоком уровне, профессиональном. Не на любительской, а вот именно на профессиональной основе. Почему я так считаю? Потому что, чтобы это в дальнейшем было продаваемо. Для того, чтобы все это жило, то есть это должно, во-первых, изучение материала, получается, этнографии, дальнейшее выполнение на высоком качественном уровне. Функциональность должна соблюдаться. То есть эта вещь, которую ты изготовил, она в дальнейшем человек мог применять. То есть тот, который и проживает здесь на местном, ну, в смысле, подарок родственнику, подарок друзьям или гостям, которые приехали в нашу республику, что вот именно кусочек, вот именно Башкортостана с собой увез. И мог ее постоянно применяться. Это как и косметичка, и как сумочка, и как подвеска, допустим, на автомобиль. То есть он смотрит, вот человек, и вспоминает с теплотой о нашем Башкортостане. И главное, что это функционально. То есть и кисетик этот можно использовать, и... Да, да. Совершенно верно. Это вот, допустим, ну вот то, что вот для детей, для женщин. А у нас сейчас вот еще большое развитие получает на вот таком замечательном уровне. У нас кожевенное дело начали мужчины осваивать. То есть вот, да, это уже вот и как VIP-подарки, и большой, и для широких масс это вот уже на таком качественном уровне, качественная обработка кожи. Изумительные вещи ребята делают. И потом, в дальнейшем, чтобы все это, вот соблюдая вот эти все комплексы, получается самобытность на высоком уровне исполнения, функциональность, эти изделия можно спокойно продавать.
Если человек от своего занятия, от рода своих занятий не получает финансовый подкрепляющий энтузиазм, через некоторое время он закончится, и вот это вот начало, оно умрет, не дождавшись продолжения. А когда вот это вот твое дело и приносит тебе доход, ты можешь обеспечивать себя, свою семью, оно и на дальнейшее развитие. И еще, что для меня важно, и считаю, что важным, это вот, что я заметила, большое количество молодых семей у нас сейчас уезжает в сельскую местность. Я вот когда спрашивала, я говорю, вот помните, 3-4 десятилетия тому назад все стремились в города. Ну, в принципе, эта тенденция, она и сейчас сохраняется. Но я занимаюсь вот... у меня еще такое направление коммерческое. Я занимаюсь материнским капиталом занималась. И очень много по вот этой программе молодых семей уезжало в деревню, в сельскую местность. Меня поразил вообще вот грамотный подход молодых людей к этому вопросу. Во-первых, выбираются поселения, где социальная и инженерная инфраструктура разумно, как разумно, это не в каждую деревню выезжает, а вот именно смотрят социальную и инженерную инфраструктуру, чтобы там была школа, был садик, был дом культуры. Папочки у нас обычно, ну, как всегда, как, наверное, как на все времена, или, ну, не обязательно это на северно-вахтовым методом. У нас очень много и побегно работают. То есть у нас мужчины молодцы, они как во все времена работали, так и работают. Да, обеспечивают свои семьи. А женщина, она всегда остается хранительницей домашнего очага, воспитывает детей. Но современной женщине этого мало. Она должна именно социально состояться, сама состояться, самореализоваться. А в нынешних условиях это очень возможно при использовании интернет-программы. И вот, в общем-то, и занимаясь каким-то видом, ну, вот народных промыслов, будем говорить, или она очень хорошо вяжет, или вышивает, или лоскутным шитьем занимается, это вот хурама по-башкирски. Ну вот, по идее, и вяжут, и вышивают, и лоскутками шить, и в школе они учатся, в принципе. Да, обучение в школе идет. И много программ сейчас вот именно и для детей, то есть она и может, и помогая своему ребенку, продвигая, и еще и сама этим заниматься. И руководителем кружка или какого-либо творческого кружка именно у себя там. То есть для этого возможности есть, и различные, в общем-то, и клубные системы этому навстречу идет. Она радуется, она поддерживает. У нас в республике, я знаю, это точно поддерживает, потому что я плотно работаю с нашей клубной системой вот нашего района. Зульфия, а вот интересно, продавать. А как продавать? Она сидит у себя в райцентре или где-то, ну то есть на селе. А как продавать? Интернет, что ли? Да, очень активно, успешно, скажу так, продают. И кроме продажи, ведь есть возможность участвовать в различных конкурсах. Не только вот районного масштаба, а вот именно российского, республиканского, международного. Такие вещи вот мониторят. Эксперты мониторят. Когда они находят такие интересные работы, они приглашают за свой счет. И по Российской Федерации, по России, по Башкортостану. И ты можешь стать участником любого другого международного фестиваля, когда видят такие замечательные работы. Очень много вот детских творческих объединений, когда вот коллективные работы такие интересные выходят. И человек, который уже опробовал, и руководитель, и вот участник, ребенок, или мастер, который вот уже становится хоть один раз участником такого вот формата, он уже остановиться не может.
Ему сложно остановиться. То есть он все больше, больше и больше. Вот по сути дела, мастер, что это? Это вот человек, который вот, ну, из всего вот кучи того, что не лежит, допустим, горками там лежит лоскуточки какие-то, остатки прежней одежды, допустим, мы же обожаем джинсу, она в огромных количествах. А вот из нее такие шедевры творят, и причем они и функциональные, и такие вот как интерьерные вещи получаются. И получается вот и реализация, самореализация женщин. Вот если возвращаемся к тому вот нашему разговору, то есть вот когда мама становится победителем вот такого фестиваля или дипломантом, вот ею гордится семья, ею гордятся дети, насколько ее самосознание поднимается. Ну и, во-первых, самоутверждение, наверное. Самоутверждение, да. В глазах мужа это, ну, это, как сказать, блеск появляется у всех от гордости. И у самой женщины, и у супруга, и у детей, и у родителей. Можете ли вы сказать то же самое о себе? Вот, мол, я занялась и появилось что-то. Да. О себе я точно, вот именно так и могу сказать. Почему? Потому что, в общем-то, я училась в советской школе, и именно как историю преподавали, вот историю России, историю Башкортостана, она виделась мне совершенно по-другому. А когда я начала вот изучать именно народное творчество, я ведь, как сказать, вообще я человек прагматичный. При всем своем творческом подходе я человек прагматичный. Ну, учитывая ваше строительное образование, то, что вы работали в этой сфере, бизнес. Да. Первую половину жизни я технарь, я офисный работник, я технарь, я строитель по образованию, инженер-теплотехник. Я работала в строительных организациях долгое время. И вот 40 с небольшим мне лет было, когда я перешла вот именно как индивидуальный предприниматель. Но, тем не менее, я занималась, опять же, в этой же сфере, сфера недвижимости. И сейчас, в принципе, продолжаю заниматься в данное время коммерческой недвижимостью. Но именно вот в течение 5 лет я уже занимаюсь вот именно народными промыслами. И у меня к этому тоже, я серьезно, обоснованно подошла. Я защитила диссертацию вот 5 лет тому назад, вот именно по изучению истоков, сохранению промыслов северо-запада Башкортостана, вот в том месте, где я проживаю. Это наш УГС. Мне очень повезло с кафедрой дизайна и искусствоведения, который, вы знаете, он не зацикливался на том, на что мне нельзя было что-то от меня добиться. Я имею в виду то, что вот по компьютеризации, по освоению программ, что-то такое. Но мои преподаватели из меня вынули то, что я даже сама не подозревала, то, что касается вот именно вот того, что в глубине чего-то там что-то, даже не подсознание, а подсознание, наверное, ну, на уровне генетики, что вот хранится, это вот как будто вытаскиваешь саму себя наружу, получается. Это то, что идет от бабушки, то, что идет от дедушки. Вот это вот наша вот кочевая культура, как сказать, становится понятно, почему ты себя спокойно чувствуешь на природе. Наверное, от того, что несколько поколений у тебя вот кочевой жизни. Я на секунду отвлекусь, вот покажу, где мы, в каком пространстве находимся, в каком пространстве проходит это интервью. Это этнопарк Иная. Ой, малыши. Опять же, дети, да? Родители, лошади, верблюды. Да, и в завершение хотелось бы спросить, какой совет вы дадите
вот тем девочкам, девушкам, женщинам, которые собираются этим заниматься? Или несколько переформулирую вопрос. С чего начинать девочкам, девушкам, женщинам, которые хотят себя найти в этой сфере, что-то заинтересовались? Знаете, я бы посоветовала бы начать с истории своей семьи, изучения своей семьи. Именно фотографии своих матерей, дедушек, бабушек, родственников. Вы найдете такие изумительные фрагменты, такие факты из истории своей семьи. Это и в лицах, это и в поступках, это и в одежде, которую вы захотите все это повторить и передать своим детям. Спасибо большое за советы, за интервью.